Ижемский район в этом году принял активное участие в программе ремонта жилых помещений для ветеранов. Помощь была оказана 47 жителям. На месте сейчас работает наша съемочная группа. Ксения, вам слово. Анна, добрый вечер. Мы продолжаем работать в Ижме. Сейчас рядом со мной находится председатель районного совета ветеранов Лариса Дмитриевна Артеева. Лариса Дмитриевна, расскажите вообще, сколько ветеранов в районе и какая им оказывается помощь? В районе у нас 6500 пенсионеров, из них 65 тружеников тыла. Большая помощь была оказана в связи с юбилеем Победы. Произведены ремонтные работы, текущие капитальные ремонты 47 труженикам тыла. Очень серьезная работа проведена. Капитальный ремонт осуществлялся на 150 тысяч рублей, а текущий на 75 тысяч рублей. Многие перекрыли крыши, обшили дом, усовершенствовали, сделали теплый туалет, перебрали печки, установили пластиковые окна. В общем, очень серьезная большая работа произведена. Были ли какие-то трудности? Да, сложности были. Сложности были прежде всего с доставкой стройматериала, потому что в Ижме у нас ничего не производят. Надо было привозить или из Кирова привозили, из Ухты привозили. И доставка, конечно, затягивалась, и поэтому ремонт тоже затягивался. Мы работали 3 месяца, июль, август, сентябрь. И вроде бы все вовремя сделали. Но сложность еще была в том, мы же не в городских условиях. Допустим, в самый дальний населенный пункт Черкобож надо было довезти вначале на автотранспорте, а потом еще по реке. Естественно, материал получался значительно дороже. Как сами ветераны реагировали на такую нужную помощь? А ветераны очень довольны, конечно. Все благодарят. И вот у нас не было вот таких недовольств, не было. Довольны, конечно, такой работой. И какая работа ведется сейчас вот в этом поле? В настоящее время мы занимаемся мониторингом пенсионеров как категории детей войны с надеждой, что в последующие годы им будет подобная помощь оказываться. А они и пенсии маленькие еще. И вот такой помощи, тем более одиноко проживающие, одинокие пенсионеры очень нуждаются в такой помощи. Благодарим вас за ответы и желаем удачи в этой нелегкой, но очень благородной работе. Ну а я передаю слово студии. Анна, эфир ваш. Ксения, спасибо.